Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ама ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 108 сура Священного Корана, сура Аль-Каусар. Эта сура мекканская сура, состоит из 3 аятов. Несмотря на то, что количество аятов 3, в этой суре очень много правил таджвида. И поэтому обратите внимание, будьте внимательны, и мы начинаем. Отличительной чертой этой суры является количество мягких и твердых звуков и чередований. Поэтому обратите внимание. Начинаем. Первый аят у нас «Инна» с мягкого звука. «Ин». Обращаем внимание на касру и на хамзу, чтобы она четко и ясно произносилась «и». Не «инна», «и». Нет. «И». «Ин». Назализация у нас в размере 2 огласовок. Удерживаем. «Инна». Удлинение в размере 4 огласовок. И выглядит таким образом. «Инна». Вот идет речь об этом. Теперь, после удлинения, к теме сказано будет, для удлинения в арабском языке, особенно при чтении Корана, должна быть причина. То есть по причине, в данный момент по причине хамзы. Буквы хамзы. Итак, удлинение. Инна. Не тайна, нет. Хамзу выговариваем четко, согласовка и фата. Айн. Так как хамза и айн гортанные звуки, нужно быть очень внимательным, чтобы четко, ясно, раздельно произнести эти звуки. То. Та твердый звук у нас. Тай. Вот одна из самых распространенных ошибок – это когда звук «я» с остановкой, с сукуном становится твердым. Почему она становится твердым? Потому что продолжительность звука, твердого звука, эмфатичного звука «та» отражается на «я». Она должна быть завершиться с произношением фатхи. Инна тай. Тай. Не тай. 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 Итак, нун. Тай. Нака. Нун. Удлинение в размере 2 огласовок. Тайнака. Тайна. С огласовкой ка. Уходим на лям. Кал. Кау. Сау. При остановке сукун. Теперь, что получается? Кау. Вот это са. После губного звука вау. Резко уходить на межзубный звук «ся» немножко сложновато, но с практикой его можно исправить. И так получается «кау-сяу», «кау-сяу». «Ра» – твердый звук в данном случае, и она максимально твердая, потому что если буква «ра» с сукуном и впереди стоит огласовка «фатха», то она становится твердой. И в завершении читаю «Инна а'тайнака каусар». Удлинение здесь отсутствует. Каусар. Нет. Каусар. Переходим на второй аят. Фа-салли. Фа. Фа мягкий звук. Нельзя его произносить фаса. Нет. Фа-салли. Фа-салли. Сад твердый звук. Фа-салли. Огласовка касра. Вот здесь, так как лям, первый лям с огласовкой касра и второй лям с огласовкой касра, нужно быть максимально внимательным, чтобы не произошел идрам, ассимиляция, 2 буквы. Фасаллили, а не фасалли раббика, что является очень грубой ошибкой. Нужно разделять четко, потому что разделение между ними, как слова, так и по смыслу. Фасаллили раббика. Ли-ра. Ра твердый звук. Ба с удвоением. Ли-раббика. Ли-раббика. И уходим. Ван-хар. Согласовки вау. Уходим на нун. Ван-хар. Так как здесь инхар глагол повелительного наклонения,
то при остановке сукун уже есть, ра становится твердым звуком. Ванхар, не ванхар, ага, чтобы звук ха не переходил в звук ха. Ванхар. Последний аят, который сегодня мы с вами пройдем. Инна. То же самое правило, которое мы говорили с вами. Если слово начинается с хамзы, и в особенности если касра, то нужно максимально четко, ясно произносить касру. И инна. Удерживаем назализацию в размере двух огласовок. Инна ша ни ака. Нужно выделять вот нун и хамзу отдельности. Не ша ни ака, ша ни ака, ша ни а, нет. Ша ни ака. После шин у нас ударение в размере двух огласовок. Ударение, естественное удлинение называется мадд таби'и. Ша ни ака. Ша ни ака. Хуа. С вау уходим на лям. Хуал. Прошу прощения. Хуал. Вот здесь ошибочка у нас. Здесь. Это хамзатуль васл. Хуал. 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 Аб. Она аннулируется у нас. Хуал. Хамза четкая. Аб. Вот здесь калькала у нас. Аб. 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 Та. Аб. Та. Та мягкий звук. А в конце дамма аннулируется, переходит сукун, и ра становится твердой. Абтар. Абтар. А не абатар. Абатар. Ну, распространенные ошибки. Дай Аллах, чтобы мы от них избавлялись. Итак, полностью я прочитаю. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна а'тайнакал каусар. Фасалли ли раббика ванхар. Инна шани'ака хувал абтар. При слитном чтении мы оставляем те же самые правила, которые с вами уже проходили. Ра остается здесь сукуном ра, и здесь аннулируется. Итого получается «Инна а'тайнакал каусара фасалли ли раббика ванхар, инна шани'ака хувал абтар». Уважаемые зрители, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.